Здравствуйте, уважаемая комиссия. Меня зовут Афанасия Байгун, и я ученик 5 класса. Сегодня хочу вам представить тему моей работы «Использование возможностей Google сервисов для обучения в школе». Для того, чтобы процесс дистанционного обучения в школе стал более мобильным, более информационным, более разносторонним, не обойтись без современных образовательных технологий. Использование возможностей Google сервисов для обучения в школе – это мобильность, простота и надежность в обучении. Цель – доказать доступность использования и применения онлайн-инструмента Google формы для создания анкетирования и опросника. Задача. Первое. Изучить возможности Google формы. Второе. Провести анализ анкетирования и опросника. Третье. Составить таблицу результатов. Объект. Учащийся 5 класса. Предмет. Онлайн. Инструмент Google формы. Гипотеза. Успешное использование школьниками Google формы станет возможным, если организовать совместную деятельность детей и взрослых по программированию. Метод сравнения, опросник, анкетирования. Пандемия COVID-19 затронула все страны и все континенты. Весной COVID-19 мы перешли на дистанционное обучение. Уроки проходили через Zoom и Discord платформы, а также давали задания через Rash. Для работы в сервисе Google формы есть несколько обязательных условий. Это прямой доступ в интернет, наличие Google аккаунта и компьютер. Достоинство Google формы. Это встроенные средства анализа полученных данных, совместная доступность, сохранность и защищенность данных, индивидуальный подход и доступность. Польза Google форм. В Google формах есть несколько форм. Каждая из них представляет собой веб-страницу, на которой размещается анкета или тест. Что можно сделать с помощью Google форм? Тестирование, анкетирование, онлайн-исследование, голосование. Я создал для своих одноклассников анкетирование. Первый вопрос – это фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения. Третий вопрос – знак зодиака. И четвертый вопрос – номер сотового телефона. В конце собранные данные собрал в таблице. Затем во время дистанционного обучения провел повторное анкетирование, используя Google форму. Мне было интересно узнать, как мои сверстники пользуются интернетом в соответствии со своими потребностями и интересами. В анкетировании участвовал уже весь класс, 20 учеников. Первый вопрос. Пользуешься ли ты поисковиком Google? 50% ответили да, и 50% ответили иногда. Второй вопрос. Какие каналы ты смотришь на YouTube? Разные ответили 50%, а 4 телеканал Пятница ответили 10%, Майнкрафт 10% и игровые футбол эксперимента 30%. Третий вопрос. Какими бесплатными почтовыми сервисами ты пользуешься? 100% ответили Gmail.
вопрос. Умеешь ли ты составить опросник на Google форме? 16-70% ответили нет, и 83-30% ответили да. Пятый вопрос. Назови создателей корпорации Google сервис. 100% ответили не знаю. Данный опрос проводился в двух типах. Бумажном напечатал вопросы на А4 и раздал одноклассникам с помощью Google формы. Исходя из этого, сравнил этапы моих действий. В бумажном нет оформления, без шаблона, нет фотографий, нет картин, без просмотра, без видео и ссылки, одна форма. А в Google форме уже дизайн страницы, выбирает цвет и тему из предложенных шаблонов, тематические фотографии на вопрос, картинки на просмотр, вставка видео и разделение форм. Вывод. Исходя из двух вариантов, мне больше всего понравился опросник на Google форме. Это намного интереснее и мобильнее, ведь ответы я получил моментально в виде диаграммы и статистики. Этот виртуальный процесс общения будет по моему усмотрению, по моему мнению, углубляться дальше. Заключение. Возможности Google формы очень велики. Это очень удобный онлайн-инструмент для сбора информации. На мой взгляд, главное преимущество Google форм – это возможность пользоваться сервисом бесплатно. Нужен лишь аккаунт на Google и настраивать его по своему усмотрению. Нужно только заранее продумать структуру и логику, и форма соберется как пазл. В будущем планирую дальше изучать Google форму и применить эту информацию для создания сайта своего класса. Спасибо за внимание.